Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на открытии 20-й региональной научно-практической конференции «Владикавказские и калмогоровские чтения», посвященной 300-летию Российской академии наук и 30-летию Владикавказского научного центра. Сегодня в этом зале собрались участники конференции, школьники, учителя, любители науки. Пусть сегодняшний день принесет вам радость открытия нового знания, которым с вами поделятся известные исследователи, учителя, преподаватели вузов и научные работники. Основными целями и задачами конференции являются формирование научного стиля мышления школьников и развитие исследовательской и методической компетенции учителей, общеобразовательных организаций и центров дополнительного образования, поиск и поддержка школьников, осуществляющих исследовательскую деятельность в области физико-математических, естественно-научных и гуманитарных направлений, и учителей этих направлений, осуществляющих исследовательскую и методическую деятельность, направленную на организацию исследовательской деятельности школьников, формирование и развитие региональной информационной, насыщенной и научно-образовательной среды школьник, учитель, студент, молодой ученый, профессор. В гостях у нас руководители и представители соорганизаторов конференции: Владикавказский научный центр Российской академии наук, Северокавказский центр математических исследований Владикавказского научного центра и институты и филиалы Владикавказского научного центра. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей, талантов детей и молодежи «Вершина», Владикавказский центр непрерывного математического образования, Северо-Остинское региональное отделение Межрегиональной ассоциации учителей математики. Конференция проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания. Слово предоставляется заместителю министра образования и науки Андрею Владимировичу Швецову. Добрый день, ребята, добрый день, коллеги. Поздравляю вас с началом 20-й конференции, она юбилейная. Отрадно отметить, что здесь присутствует такое большое количество мальчиков, девочек, которым интересны научные исследования, которые хотят развиваться, двигаться вперед в познании наук, в познании нового. И надеюсь, что, пройдя эту конференцию, вы послушаете доклады своих товарищей, послушаете то, что вам расскажут педагоги, которые здесь с вами тоже присутствуют, узнаете новое, и, может, кто-то из вас станет будущим ученым. Удачи вам и успехов. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется заместителю главы муниципального образования города Владикавказ Зите Ибрагимовне Столбиевой. Добрый день, дорогие ребята. Здравствуйте, дорогие учителя, руководители научные наших ученических работ. Мы очень вам благодарны за то, что вы откликаетесь на приглашение принять участие в этих традиционных калмогоровских чтениях. Мы с огромным удовольствием отмечаем, что вы берете на себя ответственность за подготовку этих выступлений и докладов, что вы сами, будучи такими молодыми, юными мальчиками и девочками, правильно выстраиваете свою трудовую биографию. Потому что сегодня, научившись работать с научной литературой, вы завтра на студенческой скамье будете это делать гораздо более уверенно. И этот навык, который вы приобретаете на школьной скамье, он очень понадобится вам в жизни. И вообще люди, которые нацелены на поиск чего-то нового, на познание чего-то нового, они в жизни более успешны. Поэтому я очень хочу, чтобы эта успешность пришла к каждому из вас. Я хочу, чтобы в первую очередь вы выбрали по душе нужную профессию для себя и упорно шли в этой профессии к вершинам профессионализма. Потому что самое главное в нашей жизни, кроме семьи, детей и прочего, это, конечно, наша работа, которая должна приносить нам удовольствие. Искренне вам этого желаю, потому что это значительная часть нашей жизни. Вы на правильном пути. Удачи, успехов вам, а мы за вами будем следить.
Слово предоставляется директору Республиканского центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов детей и молодежи «Вершина» Залине Георгиевне Варташ. Очень рада вас всех приветствовать в нашем центре. Единственное, вот сейчас сидела, слушала и вспоминала, когда лет 10, наверное, тому назад калмогоровские чтения проходили в университете, и мы выходили, мимо проходной шли, объявление висит, и люди говорят, да уже они вот как-то, ну вот в этом году, может, еще проведем, больше не будем проводить. Прошло уже 10 лет, а калмогоровские чтения по-прежнему проходят. Более того, становится все больше участников. Градус участия и вашей работы становится все интереснее и интереснее. Сейчас внизу читали программу, и даже взрослые сомневались, правда школьник может писать сам на такие темы. Поэтому я очень рада, что калмогоровские чтения живут. Я желаю им дальнейших успехов. Вам, как продолжателям, участвуйте, становитесь победителями, слушайте друг друга и вперед к вершинам. Спасибо. Слово предоставляется кандидату педагогических наук, председателю Северо-Осетинского регионального отделения Межрегиональной ассоциации учителей математики, учителю математики средней школы номер 27 Тамаре Борисовне Бегиевой. Что такое наказание? Простите, но я так восторгалась теми выступлениями, которые были до меня, что просто я от неожиданности сейчас совсем ничего не смогу сказать. Но я как бы действительно тоже свидетель того, что калмогоровские чтения вот уже в 20-й раз, и действительно расширяется география участников, количество детей и качество работ. Это, безусловно, все это радует. Но главное вот та мысль, которую сказали, что действительно каждый человек все-таки хочет выстроить какую-то успешную карьеру в жизни, и личную жизнь устроить и так далее, но все-таки это поиск. Это поиск, и хорошо, что вы рано начали вот искать себя в этих научных областях, и это действительно вам поможет и в школьной жизни помогает, и в студенческой и так далее. Я как член жюри математической секции, опять же, отрадно отмечаю, что у нас достаточное количество участников предполагается, и всем желаю удачи, успехов и удачных выступлений. Спасибо. Предоставляется Жанне Юрьевне Маргиевой, заместителю председателя регионального отделения движения первых. Ребят, вот видите, назвали организацию, которую я представляю, называется «Движение первых». И как-то я вот, когда создавали организацию, говорю, ну вот все время все будут первые, а что делать вторым, третьим? Я лично всегда хотела быть в роли второй, всегда говорила, я буду замом. И когда мне должности какие-то предлагали, я почему-то отказывалась, хотела быть второй. Мне эта позиция очень всегда нравилась. Ребята, если не первыми, то вторыми будьте обязательно. Слово предоставляется председателю организационного комитета конференции, кандидату педагогических наук, заместителю директора Владикавказского научного центра Российской академии наук по научно-организационной образовательной деятельности, заведующей отделением развития математического образования Северокавказского центра математических исследований Владикавказского научного центра Вере Сергеевне Абатуровой. Волнительное время по разным обстоятельствам. Если честно, не верится, что 20 лет назад мы начинали. Нам казалось, что это событие, конечно, было знаковое в 2003 году. Это было 100 лет со дня рождения Колмогорова Андрея Николаевича. И как оно дальше пойдет, мы, конечно же, не знали. Но Владикавказский научный центр, он хотел всегда найти связь науки со школьниками. Потому что самая быстрая связка исследователь-школьник, она дает больше результаты, чем много рассказов о том, какой бывает исследователь и какой бывает школьник. Ну, соответственно, каждая из этих категорий. То, что конференция себя до сих пор ищет, это факт. Мы являемся региональным представительством, так скажем, Международной научной конференции в Сунце МГУ, куда ребята неоднократно
ездили после нашей конференции и занимали призовые места. Надеемся, что и в этом году это произойдет. Правда, нам для этого нужны спонсоры, чтобы отправить наших детей, которые здесь покажут замечательные результаты. Но я надеюсь, что это состоится. Владикавказский научный центр – это 400 человек людей, из них 280 – это научные сотрудники. Из них 90 докторов наук и 112, по-моему, или 120 кандидатов наук. То есть такая большая научная армия, которая точно может рассказать что-то хорошее школьникам, которые хотят, или, может, пока не хотят, а так за компанию ходят, например, на нашу академическую среду, сюда, в Вершину, и на другие мероприятия, которые мы проводим для школьников. Надеюсь, что и эта 20-я конференция будет для вас знаковой, интересной, и вам очень захочется продолжить свои исследования. И еще раз скажу, что учеными называют, я это уже говорила, но, может быть, не все слышали, люди науки не любят себя называть учеными. Никогда никто себя ученым не называет. Потому что считается, что ученые – это две категории. Ученые-секретари – это такая должность есть в научных организациях, и ученый-кот. А теперь я хочу рассказать вам про нашу конференцию. Если можно, презентация. Тема доклада «Владикавказские и калмогоровские чтения. Вехи истории». Так, мне кажется, что вот надо стульчики, что не будут мешать. Да, вот так. Так, и, наверное, мне удобнее будет вот с этой стороны, если вы не против, да? Так, всем хорошо, нормально? Вика, я листаю сама. Андрей Владимирович, вы не хотите впереди сесть? Впереди не хотите? Нет, есть место, есть, идите к нам. Да. Вот здесь есть еще место, кто хочет сесть поближе. Итак, постараюсь кратко сказать все, что мы хотели сказать, оргкомитет и программный комитет на этой презентации. Так. Два события. Одно из них длительное, 10 лет, и второе краткосрочное, это 1 год. Мы живем в год 300-летия Российской академии наук и в десятилетие науки и технологий. Все ссылки, которые здесь есть, они кликабельные. Я не знаю, у нас получится открыть? Пожалуйста. Я специально хочу вот показать вам два этих сайта, чтобы вы знали, где можно черпать информацию о научных исследованиях, о результатах, о достижениях, о мероприятиях. Вот этот слайд, этот сайт, это сайт Российской Академии наук, правда, в каком-то формате он немножко вот так, да, листается, новый. Хорошо, то есть раз.ру. Все, вижу. Да, вот это сайт Российской Академии наук, он обновленный, современный. Там есть живые новости. И если вдруг вы захотите более серьезно погрузиться в научную область, то вы знаете, что на сайте Российской Академии наук вы найдете все самое современное. И о людях, и об академиках, и о членкорах, и об институтах. И наше подразделение тоже есть там, как региональный научный центр. И литература различная. Это один сайт. И второй сайт, который характеризует именно десятилетие науки и технологий, что проводится сейчас в Российской Федерации, какие самые современные достижения прямо вот по каждому дню фактически идут, вы можете смотреть на этом сайте. Очень легко, nauka.rf можно запомнить. И когда вы говорите, а какой же будет у меня доклад или какая будет у меня тема, вы можете сами безотносительно своих учителей просто пройти по этим сайтам и определить, какая область вам просто интересна. Потом найти учителя или наставника из этой области. Не обязательно всем быть математиками далеко, но у нас, в общем-то, так и не получается сейчас. Но вот эти два ресурса информационных, которые могут вам помочь именно разобраться в том пространстве научном, которое есть. Далее, пожалуйста, следующий слайд.
Моя презентация в основном посвящена, конечно, Андрею Николаевичу Колмогорову, именно как личности, которая появляется в мире не так часто. Имя Колмогорова достаточно значимо и является выдающимся, и не очень много людей в мире несут то знание, несли то знание, которое несут сейчас, можно сказать, его результатами, которые сделал Андрей Николаевич Колмогоров. Вот здесь написаны, какие именно направления были им исследованы и получены научные результаты. Это только в математике, но кроме этого еще и филология. Это, как ни странно, исторические исследования есть с его участием. И именно поэтому гуманитарные исследования тоже появились в нашей конференции. Вот достаточно такое интересное учреждение, модное, громкое, Сколтех. Это Сколковский институт науки и технологий. Казалось бы, какое отношение имеет к Колмогорову это учреждение? Прямое отношение. Вот к 120-летию со дня рождения Колмогорова в этом институте состоялось открытие экспозиции VR Колмогоров и такой живой экспозиции. То есть там вот такой, скажем, интерактивный музей, надеваешь шлем, и ты попадаешь в его поместье, гуляешь по его комнатам и так далее. И кроме этого есть еще сайт, который создали тоже сотрудники этого центра, этого института. Вот по той ссылке, если вы пройдете, презентация будет висеть на сайте конференции, вы можете потом посмотреть. Здесь о нем рассказано все. Вот то, что написано как бы шрифтом, как будто бы непонятным, на самом деле это точный его почерк, его восстановили лингвисты по имеющимся записям. Вот здесь не очень хорошо видно, но я давайте прочитаю. Тяжело подобрать эпитет, чтобы описать величину вклада Колмогорова в науку. Огромен, неоценим, все будто бы не то. Эти слова будто бы не дают ни малейшего представления о его реальном вкладе. Чтобы не искать эпитеты, мы решили собрать в этом разделе факты, ключевые публикации Андрея Николаевича и разделили их на две категории – математические и нематематические. В третьем подразделе награды мы составили список главных государственных научных наград Колмогорова. То есть его почерком написали резюме авторы проекта. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Значит, по этой ссылке вы можете туда попасть. Теперь Колмогоров личность уникальная. Вообще люди того поколения, это люди, которые жили и захватили период и Великой Отечественной войны, и до него, и после него. Конечно, это люди вообще другие. Это люди с такой глубиной, до которых нам тянуться, и вряд ли мы сможем когда-то этих глубин достичь, потому что мы никогда не испытывали тех сложностей в жизни, которые испытали люди тех поколений. И вот, казалось бы, математика. Все считают, что она сухая наука, но сейчас даже уже вроде как бы не считают. Но так красиво сказать о математике, о красоте математики, как Колмогоров, наверное, вот, мало кто сможет. Я предлагаю нажать вот на эту ссылочку и послушать самого Андрея Николаевича Колмогорова. То действительно интеллектуальная жизнь человека, эмоциональная, все-таки связаны неразрывно друг с другом. В самой науке такие критерии красоты, скажем, играют некоторую роль. Ученый иногда не видит, зачем какой-нибудь результат понадобится, а вот он красив, к нему стремится, он достигает, а потом оказывается, что он полезен. В математике очень часто бывает такая вещь, хотя бы вот поэтому. Ну вот здесь сказано все. Сейчас считается, что наука должна давать результаты. Это я говорю как исследователь. И непременно нужно выбрать, считается, такие направления, которые вот прям актуальны. Но так не бывает. Наука — это поиск. Сегодня направление может дать как бы результат, который может и не понадобиться в сию минуту. Но лет через 50 окажется, что это прорывное было направление. Поэтому поиск
истины, поиск новых знаний – это в первую очередь ваш личный интерес. Занимайтесь только тем, что вам интересно, иначе это не принесет пользы никому. А так вы как бы поучились чему-то, что-то узнали, и неизвестно, куда это дальше продвинется. Скорее всего, к результату. Дальше, пожалуйста. Вот это детище Колмогорова Андрея Николаевича, это специализированный, сейчас он так называется, учебно-научный СУНС Московского госуниверситета. Раньше называлась просто школа Колмогорова. Теперь это факультет университета, у него статус факультета. И все преподаватели, которые работают в школе Колмогорова, они являются преподавателями Московского госуниверситета. В этом здании, это старое здание, оно актуально, сейчас строят новое здание. И в этом здании проводится международная научная конференция «Колмогоровские чтения» в СУНСе МГУ ежегодно. Но открыт он в 1963 году. Открыт по правительственному распоряжению. Инициатором такого центра стал Колмогоров и Кикоин. Это физик известный тоже, достаточно выдающийся физик. Вот они предложили правительству создать такие школы. И первая школа была создана именно в Московском государственном университете. Еще 3 школы были созданы в Киеве, в Новосибирске и не помню, где еще, 4-я. Ну, вот их 4 было. Какой из них, наверное, потом следующий был? То есть сейчас, конечно, сунцы... Нет, сейчас сунцов больше, да. Сейчас есть, например, еще по-разному они называются, школы для одаренных детей и так далее. Но вот тогда это было 4 школы. Наверное, да, сунцев было 4, да. Вот. Ну и вот то, что он писал, Колмогоров, что одной из первых задач они видели в том, чтобы дать возможность ребятам из сельской местности получить хорошее физико-математическое образование наравне со столичными школьниками. И огромное количество детей действительно его получило. Это отбор, там только 10-11 классы, это серьезный отбор, и потом это прямое поступление в Московский госуниверситет. Следующий слайд. Вот это его ученики. Вот даже по этим фотографиям, которые вот здесь видны, вот видна и динамика, видно отношение. То есть вот, если вы посмотрите, нет никаких таких каких-то административных, внешних форм. То есть единомышленники, просто разного возраста. И у Колмогорова огромная научная школа и большое количество учеников. Вот, например, Успенский писал о нем так. Когда мы находились рядом с Колмогоровым, было физическое ощущение гениальности. Я не могу объяснить, как это. Видно было, что гений. Следующий. Вот здесь я предлагаю пройти по ссылке. Это наша конференция в прошлом году. Она была тоже посвящена 120-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова. Здесь его ученик Владимир Михайлович Тихомиров рассказывал о нем нам на пленарном заседании. Анатолий Георгиевич Кусраев, председатель программного комитета, с ним знаком лично, но и мне посчастливилось быть знакомой с Владимиром Михайловичем лично. Он профессор МГУ. И очень интересно он сделал доклад. Доклад размещен по ссылке, опять-таки, на Рутубе. И на Ютубе он есть, и вы можете его полностью послушать. Ему уже 90 лет, Владимиру Михайловичу, но тем не менее он сохранил бодрость духа, свежий ум, он очень интересный собеседник. И вот здесь он рассказывает о Колмогорове. Может быть, буквально там 10 секунд. Не слышно? Дальше. Следующий слайд. А вот Владимир Михайлович Тихомиров, которого вы только что увидели здесь, он написал книгу о Колмогорове, о своем учителе. И вот он назвал ее так «Жизнь, преисполненная счастья». И в этой книге он пишет, что когда себя уже не очень хорошо чувствовал Андрей Николаевич, мы к нему приходили, все ученики, и когда я к нему приходила, он уже плохо говорил, плохо писал, уже практически не вставал. Вот, я стала записывать за ним все, что можно было еще записать, и задала вопрос, а что такое для вас жизнь? И он сказал, что вообще-то я человек очень счастливый, мне очень повезло в жизни, и вот он назвал свою жизнь так: «Жизнь, преисполненная счастья». Книга вышла в 2006 году, ее можно найти в библиотеках, ознакомиться.
А когда мы с Владимиром Михайловичем Тихомировым в 2006 году пересеклись, ну, немножко раньше даже, на конференции «Колмогоровские чтения» в Ярославле, я задала ему вопрос. Вот мы проводили с 2003 года эту конференцию, мы проводим конференцию «Колмогоровские чтения». Вот как мы можем объяснить, почему именно во Владикавказе вдруг ни с того ни с сего проводится конференция, которая называется этим именем? Не было ли чего-либо в биографии Колмогорова, связанного с Владикавказом? Он сказал, я поищу. Через какое-то время мы с ним пересеклись, и он сказал, а я нашел. Он ходил, он очень любил походы, вот здесь написана фраза, очень любил походы различные, и в частности они ходили со своими друзьями, с такими же академиками и членкорами, ходили на море. И вот они, переходя по вот этим вот хребтам кавказским, каким-то боком, можно сказать, цеплялись и за наши хребты, которые какое-то отношение имеют к Владикавказу. Вот это единственная точка соприкосновения Колмогорова с Северной Осетией и с Владикавказом, так скажем. Далее. Еще раз школа Колмогорова показана, и показан Ярославский госпедуниверситет. Почему эти две организации здесь на этом слайде? Колмогоровские чтения – это конференции, которые были проведены в разные годы к дню рождения Колмогорова, и их было на момент 2003 года всего две. Вот одна конференция была проведена в Сунце МГУ, и когда Анатолий Георгиевич предложил что-то провести, мы стали смотреть, что же есть в России для этой даты, и вот оказалось, что есть две конференции, одна как бы для школьников, а другая серьезная конференция, научная, математическая, методическая в Ярославле для взрослых. Вот именно это стало толчком для того, чтобы мы сделали свою конференцию, объединяющую как бы два направления из одной и из другой. То есть наша конференция, она и для школьников, и для учителей, которые занимаются исследовательской деятельностью, и для преподавателей. Вот так мы объединили это все. Конференция в Ярославле проводилась до 2013 года, а потом она стала курсировать по всей стране. Последняя была вот осенью в городе Кирове. Дальше. Конференция в Сунце будет проходить со 2 по 5 мая. У нас есть договоренность, что лучшие работы, которые будут здесь удостоены этого звания, будут представлены на этой конференции. И поэтому вот здесь ссылка, мы ее открывать не будем, наверное. Это ссылка на сайт Сунце МГУ, вы ее можете и сами найти, даже если. И там все про нее написано. Конференция называется «Колмогоровские чтения». Международная научная конференция. Будет проходить на 24-й раз. Далее. Вот еще интересный один момент. В 2008 году, к 105-летию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова, в Ярославле проходила очередная конференция «Колмогоровские чтения», на которой я присутствовала с докладом. И приурочено было открытие улицы. Целую новую улицу придумали для Андрея Николаевича Колмогорова и открыли ее именно вот в эту дату в рамках этой конференции. Здесь на фотографии рядом со мной Владимир Натанович Дубровский. Это преподаватель, в центре зонтик держит, преподаватель Сунце МГУ, до сих пор работает, мы до сих пор дружим, и он приезжал к нам на Колмогоровский как-то, он член программного комитета нашей конференции. И, к сожалению, ушедший уже Валерий Васильевич Вавилов, замечательный был, он, это непосредственно ученик Колмогорова, вот там на тех фотографиях он где-то был в молодости, искрометный, выдающийся. Вот там сзади, эта фотография была сделана не специально, просто раз она есть, я решила ее высветить. Мы просто общались, и вот так получилось, это вот мы стояли. Шел дождь проливной, улица совершенно новая, там было всего несколько домов, и вот мы сфотографировали. Вот там вот в глубине, если вы увидите под зонтиком, Владимир Михайлович Тихомиров, который был здесь представлен, стоит. А вот еще кусочек видно человека, это Александр Михайлович Абрамов. Его тоже уже, к сожалению, нет. Вот он прямой ученик Колмогорова, и он один из авторов учебников по геометрии. Колмогоров, Абрамов, еще кто-то там по геометрии. Вот. Ну вот так, следующий слайд, пожалуйста. Да, инициатива была Ярославского госпедуниверситета и Московского госуниверситета. Наша конференция в 2003 году была
учреждена под руководством доктора физико-математических наук профессора Анатолия Георгиевича Кусраева. Он до сих пор является председателем программного комитета, до сих пор следит за всеми новостями, которые мы представляем в рамках этой конференции. И вот тогда видно, что здесь всего было 3 секции для школьников и 2 секции тогда мы пробовали для учителей. Ну и сейчас, соответственно, это все переросло уже в другой, более широкий формат. Пожалуйста, следующий слайд. Вот мы разные форматы придумывали, и разные конференции, разные олимпиады были, и конкурсы были. Но в итоге мы остановились все-таки на классическом жанре. Пленарное заседание, которое сейчас через какое-то время начнется, конкурс исследовательских работ, фактически это конференция научная для школьников, и секция для учителей, которая сейчас называется междисциплинарной, потому что очень много интересных работ сейчас происходит на стыке нескольких специальностей, и вот 27 учителей, преподаватели, которые будут на этой секции, и онлайн, и физически будут рассказывать как раз вот эти стыки. Далее, пожалуйста. Здесь вот показаны секции, которые сейчас существуют. Мы в этом году разделили гуманитарную секцию на 2 отдельные секции. Теперь у нас отдельная секция истории и этнографии и отдельная секция филологии. Связано это с тем, что очень большое количество работ пришло, всего 31 работа пришла. И мы решили, что это уже вполне 2 достойные, большие, хорошие секции. Далее. Это секция учительская. Вот это она проводилась, вот эта конференция была на базе Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования. Секция тоже в этом году представлена широко, 27 работ исследовательских, методических, учительских. Очень много. Здесь, вот видите, Суворовское училище, во всей красе мы эти фотографии делали. Здесь вот присутствуют суворовцы, вот они должны быть горды за своих учителей. Вот. Но кроме этого, в этом году у нас еще Петрозаводск, сейчас будет видно, несколько городов присутствует. И эта секция в этом году посвящена 105-летию со дня рождения доктора педагогических наук, профессора Глеба Николаевича Александрова, который жил у нас, работал у нас, который сделал огромное количество учеников. И вот в память о нем мы как раз, его благодарные ученики, решили эту секцию посвятить ему. У нас будет круглый стол. Пожалуйста, дальше. Ну вот здесь показано, что более 2000 учащихся за эти 20 лет прошли в разных конкурсах и мероприятиях колмогоровских чтений. И 553 учителя принимало участие и в секциях, и как научные руководители. Далее. География этого года представлена здесь. Это вот Алагир, Архонская, Беслан, ну здесь все понятно. Конечно, хотелось, чтобы эта география была шире, но чтобы она была шире, нам нужно, наверное, как-то вот Министерство образования и науки Республики попросить, чтобы они как-то включили более активную такую помощь в этом деле, потому что конференция, ну, на наш взгляд, проводится именно в стиле классической конференции, и она непосредственно ей и в жюри сидят исследователи, которые работают во Владикавказском научном центре и в Северо-Осетинском госуниверситете. И вот пройдя этот путь, мне кажется, что точно можно заинтересоваться. Далее. География междисциплинарной секции представлена здесь. Вот интересен опыт из Иркутска, Москвы, Петрозаводска. Это учителя, которые работают тоже в суворовских училищах в этих городах. Ну и Москва — это Московский государственный педуниверситет, который очень тесно мы с ними сейчас сотрудничаем в рамках нашей работы с учителями. Ну вот надеемся, что получится хорошая работа секции. Далее. А далее QR-код, по которому можно пройти, узнать, что и как на нашей конференции происходит. И мы очень надеемся, что вам понравится конференция. Если будут пожелания какие-то, как улучшить процесс, будем рады присылать на адрес оргкомитета свои пожелания. Большое спасибо центру «Вершина» в лице директора Вардашевой Зарины Георгиевны и ее команды, которая всегда рядом с нами, всегда нам помогает. И это общее дело, ради которого следует жить. Спасибо. Спасибо, Вера Сергеевна.